Студия Романа Пестерева представляет. Недавно в Якутске состоялось мероприятие под названием «Защита детей и молодежи от вредной и противоправной информации» в рамках проекта «Кибербезопасность». На повестке дня были обсуждены вопросы по защите детей от вредной и противоправной информации в просторах интернета, а также способах донесения до населения, каким образом нужно защищать своих детей от нежелательной информации. Эта современная тема очень обширна и актуальна. Сегодня в рамках круглого стола мы обсуждали вопросы о возможности донесения информации до различных слоев населения. В данном случае родители, подростки, дети разного возраста, способы донесения этой информации. В ближайшее время выработаем общую методику действий, будут разработаны методички и размещены, возможно, на сайте информация, и, соответственно, разработаны несколько роликов, помогающих родителям либо детям определить, происходят против них противоправные действия или нет, и как уберечь своих детей от таких действий со стороны злоумышленников. Пришло время говорить и о безопасности, поскольку информационная безопасность сегодня она очень необходима, поскольку у наших детей виртуальный мир свой появился, и с этим виртуальным миром к нам пришли очень много, будем говорить, негативных таких воздействий. И мы даже взрослые иногда не замечаем, да, что там он смотрит, как он смотрит. А там весь виртуальный мир с его, добрыми начинаниями, с его какими-то негативными, последствиями или с его, наоборот, какими-то более такими страшными, будем говорить, преступными действиями, которые ребенок может там увидеть, да, пропаганды, насилие, все, что вот сегодня пропагандируется, это ребенок, нас этот смотрит. Сегодня общественность нашей, республики, и самое главное, что меня очень радует, молодежь, наши общественники, они готовы уже обеспечить эту кибербезопасность и провести среди населения, мы определили такие 3 группы, это дети, школьники, молодежь, студенты, родители и педагогическое общество, которые мы должны, донести всю информацию, о этом пространстве виртуальном, какие могут быть негативные, последствия.